парке Рембрандта. Конечно же, не выспались, потому что, ну, неспокойно просто. Все равно шумы, не шумы, шумно. На мотороллерах, мотолобзиках ездят там. И шумновато. Вот, сейчас едем уже на Писку. В пригород Амстердама. Из Амстердама уже выехали. Вот, и вообще уставший. Хочется помыться очень сильно. Как всегда, мы от Писки до Писки вообще вымотанные, замотанные. To housing, to other housing, Oh, and in between I live in this. and when it will be Don't know. Ah. It's just depends on. So it's all of the building now is yours? Yeah, there are two more people. Uh-huh. They are an older couple. Uh-huh. They live here also. 2702. Mm-hmm. Okay. And then you press down, and then you have the car. Put it in front. Turns green, and then you can open. And then, if you want to put it back directly, so if somebody comes in, so you just put it back, and then change it. So this, so here's the stove. Touch it one time, and it goes for half an hour. So it's a sort of, but you have to use this then also. And the fridge, water cooker. Yeah, okay. Yeah. And if you can use anything of this, just take it, like ponchos or whatever. I found it, yeah. And the sink. Hi, guys. So actually. Ну, в общем, все. Аечка уже купается, Настя уже помылась. Вот мы на вписке. В школе. У Баукова, да. Это, оказывается, начальная школа. Да, бывшая, заброшенная. Я не знаю, по какой причине. Вот, может, перестраивать будут, но вряд ли. Почему-то она заброшенная. Не спросили об этом. Вот здесь ходы. Это вообще здорово такую вписку найти. В школе. Заброшенная, тут как Припять. Ну, она заброшена года 2. Судя по вывескам, которые висят в кабинетах, в графике дежурства, там 2017 год стоит. Вот здесь кухня. Это вот столовая такая. Здорово такое чувство прям. И такой двор замечательный здесь.
Всегда была мечта проехаться по школе на велосипеде. На велосипеде Peugeot. Ретро-велик. Проснулись мы сейчас, позавтракали, попили цикория с бутербродами. Вообще замечательное утро. Никуда не надо ехать, но у меня сегодня фест Luminosity. 5 часов, так что часа за 2 где-то поеду. Это примерно 15 километрах езды на велосипеде отсюда. Ну все, я погнал на свой фест Luminosity at the Beach на Uplifting Trans и не только. Погода шикарная, на легком велике вообще легко ехать. Вот и вообще обалденский. Просто лечу. Все, я приехал на пляж, народ здесь. Вот велик припарковал, великов тьма тьмущая. Фух, сегодня суббота, вечер, народу много. Правильно, что дома сидеть?
все, закончилось мероприятие. Это было круто, конечно. Я вообще натанцевался. Встретился, наконец, с, можно сказать, кумирами, но с теми, с чьей музыкой я вырос, по сути. Это, конечно, здорово. Тут мероприятие на 2 дня, то есть сегодня и завтра. Завтра я, конечно, не пойду. Мне и одного дня хватило. Уши все заложило. Сейчас тут море северное. Пойти искупаться, что ли, думаю. И ехать домой. Но было здорово. Наконец я почувствовал такую атмосферу европейского рейва, такого, который давно хотел испытать. При том, что по возрасту здесь в среднем где-то, наверное, 40 лет людям. То есть вообще именно такое старое рейверское движение здесь там в 90-х, 80-х, 90-х годов. Это вообще здорово. Молодых практически нет. Ну, есть, как молодых. Они молоды душой, не телом. Ну и телом тоже. То есть такого европейские люди под такую категорию не попадают. То есть у нас 50-40 лет в России, это все уже там. Говорят, куда нам старые? Здесь такого нет. Здесь все молоды душой. Это отличная атмосфера. Купаться, конечно, тут сейчас не очень охота. Ветер сильный. В принципе, из моих наблюдений вот на таком рейве европейском, что, например, меня немножко, не то что не понравилось, но немного иногда смущает, это то, что все друг друга практически знают. То есть это такой транс-комьюнити. К Мануэлю приехали вместе с Мануэлем, точнее, из Италии. Ну вот свои местные голландские. Они все друг друга знают, общаются, что-то ходят. Друг друга дергают, мешают немножко. Ну, все по-доброму, конечно, но немного это напрягает, потому что я один. Вот, я бы, конечно, мог бы там подкатывать к девчонкам, там знакомиться, я не знаю, но я женатый, мне как-то это не позволяет религия, как говорится. А так вообще было круто, люди там обалденные, никакого намека на быдло, ну в смысле, что какие-то драки, то есть все очень миролюбиво. Я, конечно, давно в клубах не был, я не знаю сейчас, как у нас в российских клубах, например. У нас клубов-то нормальных нету, честно говоря. Нету привозов, как раньше, например, был у нас в Чебоксарах Ренессанс. Были привозы, то есть диджеев мирового уровня иногда привозили. Вот, это было здорово. На них можно было пойти. Понятно, что наша чебоксарская ребятня в основном вообще не в курсе, кто это приезжает, просто идут, потому что в клуб надо пойти в пятницу, субботу, вот. Поэтому там много всяких разных элементов. Вот. Сейчас уже нету ничего такого. Ехать либо только в Москву, либо в Нижний на фестиваль Future People. Ну, в крупные города только. Все, я побывал в Европе, сходил на рейв, я вообще счастлив. Так классно ездить. Кстати же, 1 сентября уже как час идет осень у меня. Здесь такой замечательный запах вот уже жухлых листьев, сырых таких. Это вообще замечательно, просто не передать. И люблю я осень все-таки, вот не знаю. Это так замечательно. Осенью все пробуждается,
Все-таки межсезонье, оно такое особенное. Уж я, конечно, сумасшедший, как говорят. Обострение идет. У всех обострение. Ну и плюс у нас как учебный год начало, такое волнительное. Уже почти доехал. Фух, все, доброе утро. Проснулся, принял ванну, такую маленькую. Ну, вообще замечательно. Главное, что ванна есть. Ванну редко можно в Европе найти. Вот. Я такой счастливый, что вчера посетил мероприятие, рейв. Теперь я доволен, что не зря приехал в Европу. Вот. Даже если бы сегодня сказали, иди бесплатно туда, я бы не пошел, конечно, потому что я устал морально. Не сколько физически, много людей, много шума. И я все-таки лесной человек, и я люблю музыку, но люблю ее в наушниках, ну, либо в колонках, и наслаждаться ей без посторонних людей. А там, конечно, оторваться это хорошо. Посмотреть на людей просто. Вот, сейчас Аечка спит с Настей. И у нас немножко дилемма. Сейчас, как всегда, насущный вопрос финансовый. Вот. Он всегда у нас стоит остро, но я как бы не особо мы это афишируем, финансовый вопрос. Вот. Но он всегда есть, потому что вообще объясню, какие у нас дела всегда обстоят с финансовыми. Постоянно на карточке у нас, наверное, есть 3-4 тысячи всего лишь. То есть основное это капает в основном донат. Донат неравнодушных людей просто, которые хотят нас поддержать, которые смотрят наш контент, видео, фото, посты в Инстаграме. Посты в Инстаграме это, конечно, вторично, в основном все на сайте. Вот, мы и так живем, по сути, от дня до дня. Вот, практически нужно думать, что есть, что кушать завтра. Ну, послезавтра, ладно, еще можем протянуть. С здешними ценами в 1000 рублей в день у нас уходит на семью, на еду. Это мало, я считаю, очень. То есть мы вообще очень экономные, как и всегда, в принципе, были. Я бы такой был. Все-таки я много времени вообще проехал без денег, когда ездил в одиночестве. Но это ладно. Сейчас вопрос у нас какой стоит остро. Это со спонсорами. Спонсоров у нас нету. Наверное, вы видели, это есть Мостеплогаз, Максим Чепель, там Забелони, которым мы продали логотипы на форме. Но это не спонсоры, мы просто продали логотипы на форме, деньги, которые мы еще-то и не получили. Мы только половину, наверное, этих денег получили. Все не могут сразу отправить, может могут, но просто не хотят. Вот, и приходится по каждой нужде писать им. Вот, например, Мостеплогазу, Максиму Чепелю, он там по чуть-чуть скидывает. Меня это, конечно, немножко напрягает, потому что я не люблю просить вот так вот. То есть нам нужно, а мы по своей просто скромности практически этого не пишем. Ну, только очень, когда серьезный случай, когда деньги реально нужны уже, прям вот неоткуда брать, мы пишем. Вот. У многих, наверное, кого-то сразу вопрос встает, зачем, почему вам кто-то должен платить деньги, за что. Вот. Но такой вопрос можно вообще задать любому человеку, каждому бизнесмену, в принципе, каждому человеку, который чем-то занимается. Просто все занимаются разными вещами, не все понимают, почему кто-то за что-то просит деньги. Если это можно сделать бесплатно и просто. Но сейчас люди со всего зарабатывают деньги, мы делаем важное дело. Я без не то что скромности, это мы ничего такого там зазнавшегося не говорим. Важное дело именно для Чувашии, для российского народа, для российского самосознания. Потому что с ребенком так на велосипеде едет, я не знаю, единицы людей, наверное, по миру. Вот мы сейчас проехали уже практически 4 месяца в дороге и проехали 4000 километров на велосипеде. На самом деле мы едем очень быстро, практически не отдыхаем. У нас просто нет времени и по визе сейчас.
То есть я в одиночку проезжал практически в таком же темпе. Просто у меня была возможность больше отдыхать, где-то останавливаться. Сейчас у нас вот из-за визы этого нет. Вот, и нам сейчас нужно думать, вот мы проезжаем Европу, что мы делаем дальше? Дальше мы едем в Марокко на пароме или как, я еще не знаю, но скорее всего на пароме. Что дальше? Ладно, в Марокко у нас есть 3 месяца безвизовых. Дальше, само собой, напрашивается перелет в Южную или в Северную Америку. По Африке мы не поедем, как бы с ребенком я не хочу ехать по Африке. И представляете, после Европы возвращаться в страны вот такого третьего мира, к которой я Россию тоже причисляю, потому что условия в России для езды просто на велосипеде это просто опасные, некомфортные. Да, я всю Россию объездил, но теперь я понимаю, что это страна третьего мира, и она очень отсталая. Опять же, повторяюсь, при том, что я очень люблю, но в ней много чего нужно еще менять, много работы над этим. Вот. И я даже не знаю, мне страшно представить, что нам придется ездить опять по таким дорогам ужасным. Вот. Нельзя нам было в Европу, наверное, ехать. В Европу надо ехать в самую последнюю очередь, чтобы не было такого впечатления от плохому к хорошему, а не от хорошего к плохому потом снова. Вот, но это ладно. Нам думать про перелет, а это большие финансы. То есть это перелет один только будет в Южную Америку стоить, наверное, около минимум 1100. Вот таких денег у нас, конечно же, нет. И мы сейчас хотим найти спонсора. Спонсора, с которым бы мы не задумывались над тем, вот, например, нам сейчас нужны сумки поменять на артлибовские немецкие, потому что они очень хорошие, а вот эти баулы, которые в России делают, они не очень, они качественные, хорошие, но они не очень удобные. Опять же, из-за дождей они промокают в дожди, нужно париться всякими чехлами, а вот европейские артлибы, они хороши в этом плане. Вот. И чтобы мы не задумывались, вот сейчас мы даже не думаем о их покупке, мы мечтаем просто, мы не думаем, потому что нам нужно думать, что, опять же, что есть завтра, послезавтра. Вот. И я думаю, что нам спонсор, вот какие условия у спонсора будут, мы даже готовы, не побоюсь это слова, не продаться, конечно, но подписать договор о том, что они будут укомплектовывать нас, все, что нам нужно по снаряжению, чтобы, опять же, мы не задумывались над этим, по еде, чтобы мы не задумывались. То есть, по сути, деньги, если так брать, нам 40 тысяч в месяц в Европе, вот должно хватить. Около 30 тысяч на еду с ценами европейскими, а и в Южной Америке и того будет все меньше. Вот, и это копейки на самом деле для компаний, ну 40, ну ладно, давайте вставим 50 тысяч даже для компании, это копейки. Вот. Для России, может быть, это большие деньги, учитывая среднюю зарплату российскую копеечную, это большие деньги, наверное, потому что компании, наверное, думают, что за 50 тысяч можно заплатить 2 работникам по 25 тысяч. В принципе, такие зарплаты у нас в России. Но в Европе здесь это копейки. За такие деньги никто здесь работать не будет даже за 50 тысяч. Даже за московские зарплаты здесь никто работать не будет. Они скажут, вы что, дураки, что ли, за такие зарплаты работать? Вот такие реалии, на самом деле, европейские. И сейчас, сидя в Европе, это понимаем, что это просто рабская страна Россия, на самом деле, по всему. Я уже об этом говорил. Вот. На меня за это уже много критики вылилось. Не то, что критики, а просто, можно сказать, угрозы за то, что я так Россию, как написали, грязью обливаю Россию. Но я уже говорил по этому поводу, все, что думаю. Никакой грязью не обливаю, я просто объективно смотрю на вещи, какие они есть. Все. Вот. И у нас сейчас важный вопрос, вот именно это со спонсорами. И мы сейчас составляем сообщение. Придется опять отправлять e-mail, потому что никто этим заниматься не будет. Все, мы будем сами этим заниматься. Представляете, вот с ребенком у нас нет времени просто отдыхать, а еще на отдыхе мы должны работать.
Нет времени вообще расслабляться, нет возможности расслабиться. Мы едем, едем. И вот сейчас мы наконец приехали, вот у нас есть в этой школе возможность отдохнуть. И наконец приходят мысли, что нам делать дальше, как найти деньги. Ну, это интересно все, конечно. Такой экстрим, мы финансовые экстремалы такие. Вот. И дай бог мы найдем таких, я не буду говорить партнеров уже, наверное, надо переходить на спонсора, потому что мы готовы носить логотипы эти. Ну вот нету коммерческой жилки у нас просто, поэтому мы, наверное, не нашли. Вот такие вот у нас раздумки. Не раздумки, а небольшие проблемы, наверное. Главное, мы живые, здоровые, огонь в глазах. Дорога еще длинная впереди предстоит. Нужно быть сконцентрированным, но, конечно, когда вот мало денег, это желание отбивает все. Вот честно, нам хочется вот сейчас такое настроение остаться здесь и найти работу. И работать. Вот такое вот настроение. Но чтобы это сделать, нам опять нужны какие-то визы. Во-первых, найти работу, потом делать визы рабочие. Это бумажная волокита, это возвращаться в Россию. То есть это сложновато все это будет. Но вот такое вот у нас настроение. У нас нету настроения дальше ехать дальше. Но мы понимаем, что надо ехать. И нам хочется, конечно, ехать, но вот такое отсутствие финансов вносит свои коррективы. Ничего себе, я уже на 12 минут наговорил. Но просто мне хочется сказать, что оно есть. Потому что мы не акцентируем на это внимание, мы не хотим на этом делать. Но надо это, об этом надо говорить, как есть. Вот, и этого нечего в этом стыдиться. Мы проехали на своих деньгах сколько могли, но мы важное дело делаем именно для российской, для чувашской нашей общественности. Показываем, что как можно жить, что можно с ребенком преодолевать большие расстояния. А почему бы, например, даже чуваши не помочь в этом? Это копеечное дело на самом деле. Вот. Но все будет хорошо. Да и сейчас все хорошо. Какой ты шумный, Ая. Ух, ух. Ага, ты все-таки не с папой, да? И ты так смотришь за ней, да? Nikita, do you want chicken? Or we will have dinner without chicken? My friend is my... No. What is your name? Yeah. My name is Bouke de Witte. I am from Holland. Live in different places in Holland, but now I live in this school. It's for temporary use here, and yeah, did a big tour through Southeast Asia. We started in Holland from Groningen to Morocco. That was our first trip, together with my wife. Then we flew to Singapore and started to go up to Malaysia, Thailand, and Laos, Cambodia. Then we stayed in Cambodia, lived there, worked there, and starting to get
further. Do I have to continue the whole trip? Or yes. Okay. After that, we did some jobs in Cambodia. My wife was teaching English at the international school. I was doing charity for French International in France. After that, we went to Bangkok, took a flight to Australia. Did the West Coast a little bit because Australia is too big to cycle all of Australia. Went to New Zealand, did both islands, and then we took a plane to Los Angeles in the United States. Took a car from Los Angeles for a student to Washington D.C. in this case, on the other east side of the country, of the United States, of course. Went to Chicago. There we started cycling to Edmonton in Canada, and visited the Rocky Mountains, of course, which are beautiful. And tried to get a visa, working visa there, but it didn't work out. But it was no problem, and we went back actually to Holland. So it took us all in all, working, traveling, many experiences. So your favorite country? Sorry? Your favorite country? My favorite country is it has to be Southeast Asia, and Thailand is my favorite country, but also Laos and Cambodia. So it's a little bit difficult to have a choice for that. But You like people in South Asia? yes, absolutely. I love the way people work with each other. Religion? I like the Buddhist culture. Yes, I don't think it's a religion because I read a lot about it, and it's a study actually. So I read a lot of books about it, and I think that's the best way to go on with what you do in your life. Actually, if you know the study of it. Where you work now? I work in. My work is taking place at festivals, outdoor festivals. I drive trucks for a company to get the stuff into these outdoor festivals, building it up. After the festival is done, tearing it down and taking it back to the. Your truck's DAF? It's a DAF, yeah. The Holland? Yeah, DAF. Holland DAF. Yes. Yes, it is. It's a good one. Where you made the DAF in Holland? The DAF is partially made in Holland. I think there's a lot of things coming from Eastern Europe or something where actually a lot of cars are made now. But I think they assemble it in Holland, the whole stuff. Yeah. Is dat zo? 2 tegen 1. En naar Bas. Aan Bas. Dalmau doet het. Doet hij het toch weer. Net als tegen VVV. Invallen en scoren. Hij is er blij mee. Na de namen. En eigenlijk de slijding van Meguzuelo die Dalmau in balbezit brengt.
clean it up. Смотри. Обычный дождь.